Вот такой вот мальчик к нам сегодня прибился, когда мы гуляли. Мы идем в ресторан, а он с нами идет. Видите, он стерилизованный, отмеченный, все, он хороший. Ну вот он с нами прям всю дорожку шел от дома. Мы на площади Победы. Я попробовала прилепить губку для того, чтобы не было ветра в камере. Сегодня прекрасная погода. На улице плюс 5 градусов. Так, не дай бог мне сглазить. И действительно, чтобы было минус 5. Вот мальчики поют. Не положишь мальчикам денежку, нету? Мы решили сходить в Табаско, который находится в торговом центре Кловер. Тут храм у нас центральный. Фонтаны пока не работают. Еще зима, январь. Сегодня 23 января 2020 года. Владимир Николаевич пошел мальчикам денежку положить. Вот. Собачка. Он ходит за всеми, маковка наша. Вот он опять за нами пошел, видите? Ему бы хотелось с кем-нибудь, видимо, побыть рядом. Такой бедняжечка. Вообще вот очень люблю вот этих собачек, которые на улице живут. Конечно, им тяжелее, чем домашним собачкам. У меня ребенок идет, давай возьмем вот этого мальчика домой. Я говорю, а куда мы его возьмем, сынок? Ну вот куда? Вот в следующий раз пойдем следующего мальчика или девочку встретим. И опять придется брать себе. Будет полный дом собачек. Вот как вы считаете по этому поводу? Что вы думаете? Ну, вообще ему давала печененку, а он не стал кушать. Может быть, он сытый. Вот тут внизу борщ и сало ресторан. А вверху Табаско. Вот. Сейчас мы тут покушаем. Посмотрим, что есть покушать. Надеюсь, вообще место есть. Здравствуйте, есть место? Да, на троих. Ну да, подождем, хорошо. Вот такой вид отсюда. Присаживайтесь, подождите, я пойду там торговый центр пока сниму. Вот такое кафе. Тут сегодня бизнес-ланч идет. И народу, конечно, очень много. Тут еще кафе есть. Столики небольшие. Вот. Тут молочные коктейли, фреши всякие. И всякие магазинчики. Вот такой торговый центр. Как мне написали на канале, что все торговые центры выглядят абсолютно одинаково. Я абсолютно солидарна с этим. Вот. Такое меню. Капучино 90, XXL 150, латте 90. Я бы сказала, дороговато. Булочки. Сейчас дождемся. Уже, наверное, дождались, когда освободят столик для нас. И мы присядем. Вот. Тут уже присели. Сейчас поищу, где все. Вот мы уже сели за столик. Вот меню. Тут роллы есть. Сеты. Блюда всякие. И есть бизнес-ланч. Стоит такой 299 рублей полный, 269 рублей средний и легкий 249 рублей. Вот такие вот блюда есть в ланче. Все на выбор.
И боулы. Вот такой вид из окна. Вот вид из окна, конечно, это самое потрясающее здесь. Вот такой здесь готовят кофе. Принесли капучино. На улице что-то потемнело, прям так это. Тучки собрались. Может быть, даже дождик будет. Но пока не видно дождя. Спасибо. Такое ощущение, что площадь живет своей жизнью. Как будто там вот внизу такие бегают маленькие муравьишки. Это голуби. Это голуби. И людишки. И мы ждем свой обед. Вот так. Вот у нас Владимиру Николаевичу вегетарианские роллы принесли. Вот такие в этот раз они красивые. И их чем-то природным украсили в колечку. Вот так-то. Красота. А мне принесли фитнес-сырники. Вот такие вот. Надеюсь, что они будут вкусные. А вот это сироп топинамбура, по-моему. Да. И сметана без сахара. Придется сахар добавлять. Угу. Потому что они фитнес, а я не худею сейчас. Вот так-то. Вот такие роллы у меня сын заказал. Ну, красиво тут, хорошо все подает, более-менее на ланч. Я считаю, что на ланч нормально вообще. Ланч стоит 299 рублей, и все вроде как хорошо. В ланч входит, получается, одна порция вот таких роллов и тех. А вот этот салат, это для меня. Называется он салат с печеной тыквой и киноа. Сейчас я попробую, что это такое. Ну, нет, я знаю, что это такое, но я ни разу не пробовала такой салат. И мы сейчас узнаем, каково это, печеная тыква. Может быть, даже и не всегда это вкусно, конечно, но полезно. Вот. Вот мы наелись до отвала. И такие довольные. Сейчас пойдем дальше гулять. Спасибо этому дому. Сейчас пойдем к другому. Вот. До свидания. Мы сейчас пойдем прогуляемся. Я хочу увидеть дом, покрытый почтовыми ящиками. Он называется Музей почтовых ящиков. Я раньше думала, что это музей. Думала, схожу в такой музей. Потом загуглила, все хорошо проверила, посмотрела. Нет, это дом, покрытый раритетными старыми почтовыми ящиками. Но все равно это, конечно, очень интересно, потому что я такого нигде никогда не видела. И говорят, что это место в Калининграде уникальное на самом-то деле. Вот так-то. И, конечно, нужно его увидеть хоть раз в жизни и сфотографировать, и снять на камеру. Вот. Я так понимаю, это косплей. Так, светофор уже все, поэтому нам придется ждать. Ой, мы сейчас разговаривали про игрушки с Алиэкспресс. Как вы к ним относитесь? Покупаете ли вы их своим детям? Я вот регулярно покупаю. Ребенок кричит, идет. Вот сейчас мы идем на улицу Черняховского. Вот она, улица Черняховского. Вот так выглядит все это. И мы пошли вперед. Сначала я хочу на почту зайти. У меня там посылка пришла. А потом к музею почтовых ящиков. Естественно, логически,
что этот дом-музей находится около почты. Ну, это нормально, да? Около центральной почты, исторически сложившейся в Калининграде. Движение на улице Черняховского всегда очень плотное, людское и транспортное, потому что эта улица центральная практически, ну как, она к рынку ведет, да, и здесь очень много людей ходит и ездит. Поэтому всегда столпотворение. Если вы приедете в Калининград и решите прогуляться, то знайте, что здесь вам будет всегда людно. То есть, если вы хотите уединенности какой-то, то вам не сюда. Если вам не важно, вы просто хотите достопримечательности посмотреть, то, конечно, вам сюда, потому что эта улица действительно много содержит разных достопримечательностей. То есть и рынок, и торговые центры, и исторические дома там дальше есть такие старенькие. Например, отель, который в Германии был. И говорят, туда приезжал Маяковский. И представляете, написано было, что Владимир Маяковский приезжал в этот отель в 1938 году. А оказывается, Маяковский был в Калининграде в 1937. И он физически не мог приезжать в этот отель. Вот. Ну и потом эту табличку, которая привлекала туристов, конечно, сняли. Это потому что оказалось обман. Но она много лет висела, и действительно люди видели, что, мол, Владимир Маяковский останавливался в этом отеле. Значит, отель престижный. Но это все было еще при Германии. Вот. А сейчас, ну, вообще, когда Российская Федерация, нет, тогда еще СССР, завладели, да, получается, этим городом, этим домом, в котором был отель, то он вообще сразу перестал быть отелем, в принципе. А потом вот сейчас там, как офисные здания, офисные, как бы эти, в здании конторки, вот. Я вам потом его как-нибудь покажу, этот отель, который был отелем раньше. А сейчас это типа, ну, бизнес-центр, может быть, вот так. Офисы там, офисы все. Вот индийский магазин, который я очень люблю. И в который я всегда хожу. Это центральный индийский магазин. Самый главный, который здесь. Вот. Вот зайдем сейчас в пирамиду. Компьютерный и дисковый магазин и игры. Здравствуйте. Здрасте. А что ты хочешь здесь? Коллекционные издания Watch Dogs? Да, вон. Все. Миллион примерно нужно заработать на него. Сколько он стоит? Мне кажется, он очень дорогой. Всего лишь. Ну, маленечко. Он еще и на акции. Он у тебя даже не пойдет. У тебя даже нет такого компьютера, да? В котором пойдет такая игра за 8 тысяч. Nintendo это приставка. А, это даже приставки еще? PS4. А, так сначала надо еще и PS-ку купить. Здорово придумал. Без долгов и все. Здание Deluxe. Мы согласны, если это сейчас 2/4 хорошо. Без долгов. Пойдем? Ну, пойдем. Ты хотел просто убиться? Вообще, только если долгов не будет, мы сразу покупаем. Не переживай. Вот такой был магазинчик. Мы в него тайно зашли. Не разрешают снимать. Но интересно же. Куча коллекционных игрушек, игр компьютерных и всякой всячины. Конечно, это больше интересно детям, а не взрослым. Детям и подросткам. Но есть люди, которые взрослые играют в компьютерные игры. А вот. Их мало, но они есть.
Че, не хочешь, чтобы я тебя сняла? Да ладно, ладно. Их немало? Как вы считаете, много ли людей взрослых играет в компьютерные игры? Так, вот этот дикий, очень много, говорит мой сын. Вот это, наверное, Дикий Дюк. И там происходят действительно дикие вещи. Самые дикие калининградские вещи происходят в таверне Дикий Дюк. Вот это вот клуб «Планета». Вот он. Ну и тут, конечно, звезды и планеты, все это нарисовано, надекорировано, так скажем. Жизнь кипит в этом районе города. Реально кипит. Тут даже есть летняя веранда «Планета». Ну, это там и ланчи ведь есть, и кушают, и все. Ну, и в выходные кушать приходит много, потому что это очень людное место. Уже не важно, как тебя накормят, лишь бы где-нибудь поесть, если ты в этом районе находишься. Вот. И если особенно работаешь, быстро сбегал, там где-то перекусил, вот тебе таверна. Вот тебе «Планета», кафешка, да? Вот. Ну, вообще там русская типа кухня. Ну, допустим, салат из селедки или зимний будут давать на обед. Борща. Вот так вот. Там котлету с пюре. Такие примерно. Такой ассортимент. Вот. Конечно, много народу. Много. Как в Индии. Вот. Тут напротив. Вот это здание. Адрес Черняховского, 15. Все это длинное, огромное здание. Представляете? Ну вот мы пришли на почту. Я ее, наверное, изнутри снимать не буду. Продолжим потом съемку. Нужно... Итак, мы вышли с почты. Возле остановки спуститься налево, вот там парк. Сейчас пойдем в парк небольшой, и там будет музей почтовых ящиков. Да, там поиски летом продолжаются. на велосипеде. Да. Сейчас налево. Угу. Мы идем на расследование почтовых ящиков. Где-то здесь? Вот начало парка, вот дальше. Угу. Ищем. У нас поиск идет. Смотрите, какой здесь красивый двор. Вот по улице идешь, так все неприятно, народу много, рынок там, да, вот это все. А во двор заходишь, вот смотрите, уже даже чистенько, лужаечки прибранные более-менее. Хорошо. Вот. Вот там какое-то учреждение даже. Вот 16, а вот 20. Нам дальше. Нам немножко дальше, да, мы ищем. Мы в поиске. Потемнело на улице. А 5 час уже вечера. И у нас темнеет после 5. Где-то часов 6 уже темно становится. Ну, уже так сумеречно. Представляете? Так, улица Росаковского, 20, а нам надо Росаковского, 16. Ищем. Вообще очень давно хотела посмотреть на эти почтовые ящики. Вот вроде что такое. Это, кстати, по-любому историческое здание. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за учреждение. Спортивный клуб флота. Спортивный комплекс морской физической подготовки. Город Калининград. Классно. Это Министерство обороны. Я смотрю, здание прям такое красивое. Сделано прям. Все отреставрировано, все. Ухаживают за ним. Не просто так. Действительно, оказалось, так и есть. Вот. Идем. Я вот почему-то вообще очень люблю письма, почту, ящики почтовые. Так, нашли? Да, вот с левой стороны. Смотри на О, а оно прям на этом здании получается. Вот они, эти ящики раритетные. Так там еще часы, по-моему. Или это компас.
Смотри-ка, это когда компас похоже. Ну-ка, я отойду подальше. Это окно. И на нем обозначены стороны света. Как решетка компаса. Здорово вообще. Единственное, что камера не приближается. Возможно, А я поближе сейчас вот подойду прям. Вот так. и попробуй зафиксировать позицию, чтобы каким-то посильнее разрешением. Интересно, да? Здорово. Сейчас сделаю несколько кадров фотографий. Ух ты, а мне вот это еще заинтересовало. Такие старенькие фотографии для Клопс. Прикольно. Реклама. Красиво. Вот мы обратно идем дворами. И такие красивые тут во дворах дома и здания разные. Тут вот аптека. Мне прям нравится, как здесь все выглядит. Нам туда? Сейчас перейдем дорогу. Давай не нарушать. Прям. А почему не нарушать? Почему не надо нарушать правила дорожного движения? Спрашиваю я у Владимира Николаевича. Нежелательно. Пример Нежелательно пример подавать, да? Но сейчас машинки проедут, мы же без примера. Не берите с нас пример, мы плохие. Неплохие, но Но не хорошие, короче. Мы не плохие, но не хорошие. Мы перешли дорогу в неположенном месте. Вот как возьмет полицейский, посмотрит наши видео. а вот они впереди стоят. Вот они впереди стоят, они сейчас нас поймают, Нет, свяжут. они заняты. Свяжут нас. Мы куда? Где мы? Мы заблудянькались. Тут книжная лавка. Да мы там же, где индийский магазин, как мы с индийского идем. Да. Вот, как обычно все. Только дворами. Все хорошо. Вот тут смотрите, мы снимаем торжественный момент, когда кому-то сказали, что нельзя там стоять. Вот так-то. То-то же. И все разъехались. А мы все это сняли. Не окажись мы сейчас во дворе, мы это бы и не сняли. Вот так. Может быть, мы сегодня куда-то еще сходим, а может быть и нет. Поэтому я пока вам говорю пока. Потому что сегодня уже и ручки замерзли, и ножки. Хоть и на улице +5, но когда много гуляешь, потом начинается прохладненько тебе. Вот. И надеюсь, что в следующий раз мы уже пойдем куда-то в более интересное место. Например, я давно прошусь в музей изобразительных искусств на 3D картины Васнецова. И я надеюсь, что меня туда сводят. Всем пока что пока.